Дорогой Пол, огромное спасибо за то, что согласились поучаствовать в этом разговоре. И в первую очередь я бы хотела обозначить свою позицию. Я выступаю не в качестве жертвы путинского режима, и не в качестве объективного журналиста. Я выступаю как гражданин России, который прекрасно отдает себе отчет в том, что моя страна – это страна-агрессор, которая принесла много горя другим народам и странам. И начать наш сегодняшний разговор я бы хотела с самой болезненной на сегодняшний день темы для меня – с Ичкерии. Вы знаете, Пол, сегодня утром я как раз смотрела видеоконференцию 2000 года, на которой вы были модератором. Это была конференция министра иностранных дел Чеченской республики Ичкерия Ильяса Ахмадова. Это невероятный человек, который приехал в Вашингтон, чтобы рассказать о всех проблемах, которые обрушились на Ичкерию. К тому моменту Ичкерия покончила с русско-чеченской войной. Ичкерия выиграла в этой войне. Маленькая Ичкерия победила в войне с огромной российской армией. И они стали строить свое свободное, независимое государство. Но тут появляется Путин, взрывает дома в Москве, становится президентом и приступает к окончательному решению чеченского вопроса. Так же, как в свое время немцы занимались окончательным решением еврейского вопроса. После той пресс-конференции в 2000 году уже прошел 21 год. И к какому результату мы пришли сегодня с Ичкерией? На сегодняшний день мы имеем оккупированную Россией Ичкерию, огромное количество беженцев в Европе, в Америке, во всем мире. 300 тысяч чеченцев убито моей страной, Россией. И какую картину мы сегодня наблюдаем после всех этих ужасов? Что зачастую отношение к чеченцам во всем мире не как к жертвам, но как к террористам. В первую очередь, вокруг нас много террористов, и один из них в Кремле. И один из них – глава сегодняшней Чеченской республики Рамзан Кадыров. Чеченский народ под давлением, он бесправен, дискредитирован, отсутствует воля признать тот факт, что Россия учинила геноцид по отношению к чеченцам, убивая их, или изгоняя из страны, или заставляя их молчать. Они чувствуют себя изолированными и чувствуют на себе негативное отношение окружающих. И это проблема, которая длится уже очень давно. Но проблема на самом деле еще страшнее, чем это. Мы видели эту проблему во многих местах Российской империи. Джохар Дудаев, который был ликвидирован российскими спецслужбами, а на прошлой неделе было ровно 25 лет со дня этого убийства, он имел представление о будущем Чечни такое, которое приветствовалось и самим чеченским народом, и всем миром. До того, как стать президентом Ичкерии, он был советским офицером в Эстонии. Он командовал авиабазой в Тарту. И на самом деле именно ему Ельцин обязан спасением своей жизни в январе 1991 года, когда Ельцин прибыл в страны Балтии в связи с тем, что Литва, Латвия и Эстония требовали независимости. Именно благодаря ему в Таллине удалось избежать жертв, которые произошли в Вильнюсе и в Риге, организованные Горбачевым. Именно Джохар Дудаев закрыл воздушное пространство для переброски войск и этим предотвратил
насилие, которое перед этим осуществилось в других республиках. Таким образом, это был человек, который твердо верил, что у чеченцев есть такие же права на независимость, какие были у Эстонии, Латвии и Литвы. Он верил в открытое общество, он верил в демократию, он верил в западные ценности, и он не был, что называется, исламским фанатиком. Да, он был мусульманином, но он не был никаким фанатиком и никаким экстремистом. Он защищал свою страну, когда на нее напала Россия. И на самом деле это началось уже в 1992 году. И, к сожалению, он был убит российским государством за свои достижения. То, что мы видим сейчас, это уничтожение многих людей из круга президента Дудаева руками настоящих бандитов и головорезов, связанных с российскими спецслужбами ФСБ, которые обладают всеми теми характеристиками, для которых эти самые российские секретные спецслужбы и были созданы. И вдобавок ко всему они выдают себя за радикальных мусульман. Чечня при Кадырове – это в значительной степени больше исламское государство со свирепыми законами Ближнего Востока до такой степени, что и представить этого было невозможно. И из-за отсутствия настойчивости Запада потребовать у России прекратить атаки или соблюдение хасавюртовских соглашений, ситуация стала катастрофической не только для чеченского народа, но и для всех народов Российской Федерации. Ну и теперь это уже переросло в проблему всего мира, потому что эти кадыровские убийцы являются солдатами Путина в борьбе с западным миром. Именно их руками сделано много ужасных вещей, потому что это дает возможность Москве сказать: смотрите, это не мы, это чеченцы. А на Западе большинство людей, которые не утруждают себя проверкой фактов. А кроме московских источников, у нас никого нет, откуда бы мы получали информацию. Нет объективных журналистов, которые базировались бы на Северном Кавказе. Что западные журналисты и что западные дипломаты, они все в Москве. И уже российское правительство заботится и предпринимает экстраординарные меры, чтобы эти журналисты и дипломаты видели и слышали то, что им нужно. Я часто говорю, что, конечно, можно освещать Израиль из Дамаска, но это не самая блестящая идея. Можно, конечно, освещать Чечню из Москвы, но это такая же дурная затея. Именно по этой причине большинство людей на Западе имеют мнение о чеченцах и о чеченском конфликте, сформированное никем иным, но врагами Чечни. Как мы можем развернуть общественное мнение в направлении этих людей? Эти люди столько пережили. Я каждый день слушаю историю этих людей, историю их семей, и это просто невозможно вынести. И вместо того, чтобы защитить этих людей, вместо того, чтобы стать на защиту этих семей, их отправляют из Европы прямо в руки Рамзану Кадырову на верную смерть. И я не вижу никакого сочувствия к этим людям. Несколько раз я пыталась говорить с так называемой российской оппозицией, и вы не представляете, что я услышала. К несчастью, это так и есть, это факт, что подавляющее большинство тех, кто причисляет себя к российской оппозиции, точно такие же империалисты, как и люди в Кремле. В их представлении Москва должна руководить всеми остальными областями, и все, кто сопротивляется, должны оказаться под их опекой и контролем. Они, конечно, могут не соглашаться со степенью насилия, которое применяется в отношении этих людей. Но факт есть факт. Большинство российской оппозиции, за редчайшим исключением, это империалисты. И это, конечно, имеет последствия.
Это указывает западным журналистам и дипломатам на то, чтобы сделать вывод, что если даже российские демократы и российская оппозиция против Чечни, и тогда у них тоже есть все основания быть против Чечни и принимать ложь, которая исходит из Кремля и от российского Министерства иностранных дел. Это, к сожалению, так, и так было всегда, во всяком случае, с конца 80-х годов, когда я лично был вовлечен в чеченский вопрос. Это всегда поражало меня. Как могут люди находить вечное оправдание всему, что не сделает Москва? Я нахожу это ужасающим во всех смыслах. Любой чеченец, которому удалось скрыться на Западе, по возвращении в Чечню или в Россию будет жестоко наказан. Несомненно, такого человека ждут ужасные вещи и, безусловно, смерть. Вдобавок ко всему, Кадыров использует своих головорезов в отношении членов семьи этого человека, кого он хочет контролировать. Это все хорошо известно. Вы спрашиваете, как можно изменить эту ситуацию? Единственное, что мы можем сделать, учитывая соотношение сил чеченского народа и российского государства, это шаг за шагом скрупулезно документировать все факты, объясняя, что происходит на самом деле. Одна из наиболее печальных вещей – это то, что жертвы русского империализма не имеют никаких шансов иметь засвидетельствованные истории и опубликованные истории. У меня была возможность услышать множество историй тех, кто пострадал от советских репрессий. Было несколько категорий, которые имели возможность придать огласке своей истории. Я внимательно следил за каждой из таких групп, но я уверен, что существует намного больше этих категорий людей, которые хотели бы поделиться пережитым. И чеченцы — это и есть одна из таких групп людей. Я думаю, что и чеченцы, и те, кому не безразлична трагедия Чечни, не должны унывать, что другие не обращают на это внимание. Они просто должны продолжать делать свое дело, привлекая как можно больше внимания. В конце концов, хоть это, к сожалению, будет слишком поздно для многих и многих убитых людей, но правда все равно прорвется. И когда это произойдет, многие люди, которые были безразличны, попустительствовали или участвовали в криминальных действиях Кремля против чеченского народа и других народов, будут законом признаны виновной стороной. Это не произойдет достаточно быстро, как я этого хочу или как хотят этого многие люди, но есть то, что можно делать сегодня. И это вещь, о которой я думаю каждый день. Это высказывание Ганди. Он говорил, сначала они не замечают тебя, потом они смеются над тобой, потом они врут о тебе, а потом они собираются вокруг тебя. Это все будет. Я уверен, что мир увидит независимую и свободную Чечню. На достижение этой цели уйдет время, и это будет очень сложно, потому что там происходили и продолжают происходить чудовищные вещи, но мы должны это побороть. Но я абсолютно уверен, что смерти людей, погибших за свободу, народов Северного Кавказа и в особенности чеченского народа, воодушевят многих и многих людей на то, чтобы говорить об этом правду. И это имеет большое значение, потому что если задуматься, ведь не у всех у нас есть связи и общие корни с чеченцами. Например, моя семья всю жизнь проживает в Северной Америке, но, несмотря на это, я очень обеспокоен и сочувствую чеченцам. И я думаю, что на самом деле таких людей много, как вы и многие другие. И это невероятно важно, потому что эта история нуждается в огласке. Периодически появляются люди или группы людей, друзья Чечни, которые хотели бы заниматься продвижением, освещением чеченской трагедии. Это именно тот феномен, который все время должен находиться в поле зрения.
И это ведь не только вопрос чеченского народа, который пострадал и который хочет быть услышанным. Это ведь еще и вопрос тех людей, которые считают себя защитниками прав человека и демократии, и которые должны услышать чеченский народ и сделать все возможное, чтобы помочь чеченскому народу. Опять же, это долгий и сложный процесс. Но, откровенно говоря, иногда события происходят намного быстрее, чем мы себе можем представить. Кто бы мог себе представить в 1989 году, что через 2 года Советский Союз рухнет, что Литва, Латвия и Эстония обретут независимость? На самом деле, я говорил об этом, но был подвергнут критике. Тем не менее, это случилось. Я абсолютно уверен, что, может быть, не завтра, но в ближайшие годы точно, мы увидим Чечню свободную, независимую, которая восстанет из пепла и станет страной, которой будут гордиться не только сами чеченцы, но и весь мир, который откроет Чечне свое сердце. Это произойдет неизбежно, так как этот процесс тесно связан с другим процессом, который происходит в самой Российской Федерации. Иными словами, развал России. В очередной раз мы видим, как имперское воспаленное сознание, преступная структура власти, неработающие государственные институты создали ситуацию, которая напоминает карточный домик. В какой-то момент этот карточный домик может напускать на себя важность, но в какой-то момент он обязательно рухнет, и когда он начнет разваливаться, он развалится до конца. Это уже происходило в России, и это ожидает Россию снова. И я очень надеюсь, что на этот раз Чечне удастся быть вне этих страшных процессов, которые неминуемо ждут Россию, и она не будет больше втянута в новую Российскую империю. Грузия – это еще одна моя боль, потому что я родилась в Грузии, в Тбилиси. Грузия была оккупирована в 1921 году Советской Россией. 25 февраля 2021 года исполнилось ровно 100 лет оккупации. Это древний народ, это древняя культура. И, конечно, она должна быть свободной от этой империи зла. Но что мы видим в Грузии сегодня? Сегодня в Грузии правительство – абсолютная марионетка Кремля. Они камуфлируют и декорируют себя под демократию для Запада на показ. Но это абсолютно не так, потому что, например, олигарх Иванишвили – это друг Суркова, который сколотил грязное состояние с помощью Кремля и который держит Грузию в своем кармане. Что может Запад сделать по-настоящему, не лицемерно, играя в эти игры, что в Грузии свобода? Это не так, потому что арестован лидер оппозиции Ника Мелия, а против Ники Гварамия, который возглавляет оппозиционный канал Мтавари Архи, возбуждено очередное дело в прокуратуре. Что мы можем сделать, потому что при том, что налицо политические преследования несогласных, 20% Грузии оккупировано Россией? Чтобы ответить на этот вопрос, я бы вернулся к событиям, которые происходили в Западной Европе в конце 40-х годов. Соединенные Штаты Америки выступили инициатором создания НАТО, Западного альянса. В их намерение входило снять с повестки дня вопрос выживания наций, а также вопросы внешней политики этих стран. Таким образом, НАТО предлагало решить вопрос снятия внешней угрозы с этих стран Западной Европы, для того, чтобы эти страны могли спокойно заниматься вопросами общества и вопросами внутренней политики, и чтобы они не чувствовали себя одинокими и оставленными один на один с угрозой, исходящей из Москвы. Это мое твердое убеждение, и я об этом говорю постоянно, начиная с 2008 года, а сейчас тем более в связи с событиями в Украине 2014 года. Должна быть разработана новая политика Соединенных Штатов и вообще Запада предоставить подобную защиту национальной безопасности
включив Грузию в НАТО. Я тоже небольшой фанат сегодняшнего правительства в Грузии. Делая на этом акцент, я еще хочу добавить, что сегодняшние дефекты в правительстве Грузии – это отражение паранойи, которую испытывают очень многие в Грузии в отношении возможной агрессии со стороны России, с точки зрения неопределенности возможной поддержки со стороны кого-либо еще. Конечно, было бы легко фокусироваться на внутренних проблемах в Украине и в Грузии, если бы была определенность и уверенность в том, что кто-то стоит за тобой и защитит тебя от агрессии Москвы. Но если у тебя нет подобного рода уверенности и определенности, ты не можешь избежать следующих рассуждений. Ну, видите ли, так или иначе, нам приходится с ними иметь дело и хоть как-то договариваться. Москва просчитала, что Запад не вступит в эту игру ради Грузии и Украины. Огромнейшие достижения с точки зрения России, говоря об ее имперской миссии, то, что она перестала себя называть коммунистической, выбив таким образом аргумент и козырь у Запада, что с Москвой надо сражаться, потому что она коммунистическая. Сейчас, когда коммунизм уже не является аппаратной идеологией Москвы, но фактически, с чем мы имеем сегодня дело, это все тот же советский русский империализм. Поэтому не удается мобилизовать мир против России, как раньше против коммунизма. Поэтому то, что необходимо сделать для Грузии, Украины, я надеюсь, Молдовы, это получить членство в Западном альянсе как можно быстрее, а для Западного альянса увидеть, каковы ставки. Если бы в 2002 году Грузии удалось это сделать, как она и хотела, я думаю, что сегодня мы бы видели совсем другую Грузию, очистившуюся от этого ужасного наследия. Поэтому теперь каждый раз, прежде чем предпринять какой-то шаг, Грузия оглядывается на реакцию Москвы. Иначе она вела бы себя совершенно по-другому. Смею допустить, что даже эти самые олигархи предпочли бы быть в совсем других объятиях, чем в объятиях Москвы. Сейчас это единственный для них выход. Будь у них альтернатива, они бы не были там. Я не являюсь сторонником той идеи, что Запад преуспел в управлении процесса распада Советского Союза. Я оцениваю это как почти провал. Запад так и не понял, что необходимо было сделать и какую роль сыграть. Часто описывая этот процесс, пользуются отсылкой к термину «трудная любовь», то есть бросить кого-то на произвол судьбы. Иными словами, нам нужно было оказать больше поддержки освобожденным народам, и мы не настаивали на вещах, на которых необходимо было настаивать. И самое важное, надо было покончить с идеей возрождения империи, российского государства. Мы этого не сделали, сейчас мы платим высокую цену. Другие платят гораздо более высокую цену, потому что мы все-таки далеко. Но если вдруг Россия победит в Грузии, в Украине и где-либо еще, это вовсе не конец истории. Люди на Западе так и не поняли, что то, что Россия сделала в Чечне, что она потом сделала в Грузии, и то, что она сейчас делает в Украине, каждый раз, когда Россия захватывает все новые земли, Россия двинется дальше на Польшу или на Балканы и вообще на Запад. Она уже давно умело манипулирует информационным пространством, бросая вызов новому миру электронных медиа, подрывая Запад с невероятным успехом. Это не значит, что мы должны сдаваться или что мы проиграли. Это лишь означает, что надо прилагать больше усилий, чем мы себе представляем. Вы абсолютно правы, но что касается сегодняшней ситуации, сегодня мы имеем дело с новым обострением конфликта в Украине, акт агрессии России против Чехии, высылка дипломатов, история с якобы покушением на Лукашенко. Что означает все это накаливание страстей? В
В первую очередь необходимо помнить, что у Москвы все та же самая политика, направленная на разрушение всех тех достижений, которых добился Запад в течение последних десятилетий в XX веке, и в которых, я хочу с радостью это отметить, Америка лидировала. Несколько лет назад я написал статью, в которой сказал, что действия Путина представляют из себя определенные действия, направленные на подрыв трех основополагающих принципов, которые выработало человечество в течение XX века. Первое. Соединенные Штаты и вообще западное сообщество пришло к принципу, что национальное государство – это предпочтительная форма существования человеческого сообщества, и что эра империи прошла. А Путин хочет эту империю воссоздать. В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, одной из побед было достижение верховенства гражданства по отношению к этнической принадлежности. Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда Путин хочет вернуть превосходство этнической принадлежности над гражданством и разжигает это чувство в других, включая протесты в США, поднимая этническую принадлежность выше гражданства. Это второе. И третье. Путин полностью опрокинул торжество победы 1991 года, которая покончила с Российской империей в Восточной Европе, и которая тогда закончилась для многих народов, не всех, конечно, но для многих, которые были тогда внутри границ Советской империи. Но что нам надо понимать, это то, что, говоря о Беларуси, о Молдове, об Украине, о Грузии, о Чечне, мы имеем дело в лице России с настоящим врагом, который против принципов, которые мы отстаиваем. И мы должны этому врагу противостоять во всех смыслах этого слова. Я хотела бы очень быстро коснуться России. Я сейчас даже не трогаю основную массу населения, потому что люди находятся под воздействием пропаганды, и они в таком летаргическом сне пребывают. И поэтому вроде как и нечего с них спрашивать. Но есть другая группа осознанных граждан, которые причисляют себя к оппозиции. Но, по-моему, они не хотят видеть, что у режима две руки. Одна рука – это коррупция, а вторая – это то, что Россия – это страна-агрессор. Как можно бороться с режимом, сопротивляясь только коррупции и не замечая главную беду – то, что твоя страна – оккупант? Есть русские, и их много, и вы одна из них, которые понимают, что беда российского государства в том, что самоидентификация империи произошла раньше, чем самоидентификация русских как нации. В результате, в отличие от Франции или Британии или Соединенных Штатов, случай России отличается тем, что русские себя ассоциируют с силой государства. Это отличает ее от других стран, где сами люди формировали эту силу государства. Изменить этот менталитет очень тяжело. Я думаю, что на это уйдут десятилетия просвещения и образования. Необходимо скрупулезное донесение мировых ценностей через интернет, радио, телевидение, которое перебороло бы влияние российского телевидения, которое, я думаю, что Путин использует для своего влияния на многих и многих русских. Я думаю, что всем нам надо осознавать, что Россия представляет из себя экзистенциальную угрозу для мирового порядка и его важнейших компонентов.
Именно поэтому мы должны прилагать усилия для того, чтобы наполнять смыслами и трансформировать сознание. Каждый шаг имеет значение для будущего демократии и свободы во всем мире. Именно так происходила борьба с коммунизмом до 1991 года. Мой последний вопрос касается новой администрации президента Соединенных Штатов. Поскольку в последнее время мы имеем дело с огромным количеством интерпретаций, что означают все эти последние высказывания президента Джо Байдена? Мой вопрос очень простой. Считаете ли вы, что слова означают какие-то шаги и действия, или слова — это всего-навсего красивая декорация, и за ними последуют совсем другие действия? С чем мы имеем дело сегодня, с какой администрацией? Слова имеют значение. Когда президент Байден признал, что он рассматривает Владимира Путина как убийцу, это было важно. То, что мы осудили действия России, это важно. К сожалению, есть большое число людей в правительстве Соединенных Штатов, которые верят в сотрудничество во имя сотрудничества. Я не против того, чтобы Соединенные Штаты разговаривали с Москвой или с кем-либо еще. Я считаю, что ты должен говорить и со своими врагами, и с союзниками. Я скажу следующее. Пока Владимир Путин не выпустит Алексея Навального, пока не прекратит вторжение в Украину, я не вижу никакого смысла для встречи президента Соединенных Штатов с кремлевским диктатором. Я считаю, что это будет ужасная ошибка. Я понимаю, почему люди хотят думать, что если человек садится за стол переговоров, то он готов предоставить гарантии. Ты действительно не можешь быть лидером, пока в тебе нет достаточной уверенности, что ты добьешься договоренностей. Но дело в том, что мы имеем дело с человеком, который уже обозначен врагом всего, что нам дорого. Он убивает людей, вторгается в страны, организует геноцид. Это неприемлемо для людей доброй воли во всем мире. Это означает, что мы должны с такими людьми иметь дело иначе, чем мы относимся к людям, которые разделяют наши ценности. Пол, спасибо огромное. Для меня была большая честь поговорить с вами. Очень надеюсь на продолжение разговора. Мне будет очень приятно. Спасибо, что пригласили.